А в рубрике «Малые города России» сегодня отправимся в Ядрин, в республику Чувашия. Он был основан в 1590 году как военно-феодальное укрепление на восточной окраине русского государства. Первыми жителями были в основном военные, стрельцы и пушкари. Всего около 200 человек. Сейчас в Ядрине чуть более 8 тысяч жителей. Это самый маленький город Чувашии. Все подробности в репортаже Марины Рябцевой. Шартан – чувашское национальное блюдо, популярный праздничный деликатес. В домашних условиях его сейчас готовят редко, слишком сложно и хлопотно. А вот на Ядринском мясокомбинате шартан производят в больших количествах и всегда хорошо продают. Шартан покупают в основном туристы. Покупают также жители города, которые уезжают, допустим, в Москву к своим родственникам, в другие города. Преимущество шартана является то, что он долго хранится. И он очень вкусный. Из центнера сырого мяса получается всего 60 килограммов готового продукта. Отсюда и высокая цена, примерно 900 рублей за килограмм. Готовится шартан из охлажденного мяса свинины, говядины и специй. Оболочка тоже натуральная, кишечное сырье. Наполненный пузырь обвязывается шпагатом, прокалывается для выпуска воздуха и отправляется в печь. В печи шартан держит больше суток. Сначала запекают при температуре до 140, а затем высушивают при 90 градусах. Благодаря этому у продукта большой срок хранения. Даже после открытия вакуумной упаковки в холодильнике он пролежит месяц, не испортившись. В старину шартан всегда давали с собой солдату, который отправлялся на войну. Авдотья Никитична, новость-то какая? Какая? В Ядрине, в уездном городе, открылась публичная библиотека. Да, Домик купца Герстуганова. В центральную библиотеку жители Ядрина ходят не только за интересными книгами. Для школьников здесь проводят костюмированные уроки истории и культуры родного края. Для подростков работает клуб патриотического воспитания. Пенсионеры посещают кружки поэзии и романса, а также садоводства. Занятия ведут сами библиотекари, которые заранее подбирают нужную информацию в интернете. Намочить, побрызгать, семечки положить. Землю аккуратно разложить. Сворачиваем. У нас получается улитка. На таких встречах пенсионеры получают новые знания, обмениваются между собой советами и рецептами. Собираются ядринские бабушки в библиотеке каждую неделю. Проходит очень много разных заседаний. Обсуждаются и вопросы садоводства и огородничества. Кроме этого, и биографии разных композиторов, писателей, юбиляров, часто из чаепития. То есть полное общение для души. 9 лет назад крупный чувашский предприниматель Роман Малов купил на открытом аукционе Ядринский конный завод. Отдал за него почти 16 миллионов. Предприятию 94 года. Все это время оно разводит лошадей, которые участвуют в бегах как в нашей стране, так и за рубежом. Сегодня здесь больше сотни лошадей. Свои племенные кобылы и лошади, привезенные из разных регионов России для осеменения и вынашивания жеребят. Сейчас мы будем проводить исследование УЗИ-аппаратом. Это наш УЗИ-аппарат, которым мы смотрим кобыл. С недавнего времени на чувашском конезаводе полностью перешли на искусственное осеменение. Биоматериал лучших рысаков привозят из Америки, Франции, Канады и Швеции в контейнерах с жидким азотом. Семя не стоит ничего замороженное. То есть оно стоит там порядка, наверное, 30 евро за дозу, 35 евро за дозу. Стоит право рождения жеребенка. Родился в течение месяца, мы должны заплатить за жеребенка. Разные жеребцы. Грубо где-то от $1000 до 7000 евро. Если ты не платишь деньги владельцу жеребца, от которого жеребенок, он не имеет права выступать по Европе. Здесь на конезаводе доживает свой век знаменитый жеребец Зугин. Ему 30 лет. По человеческим меркам это за 90. Он давно не выходит на ипподром. Но за свою 7-летнюю спортивную карьеру на бегах в Европе и Америке Зугин заработал около $2,5 миллионов. Как спортсмен, этот жеребец, он феноменальный. А вот как производитель не дотягивает немножко до среднестатистических. Поэтому он у нас здесь, вот видите, как он сразу хороший ты производитель. Здесь он у нас на пенсии. Быть коневладельцем увлечение не из дешевых. Жеребенок беговой породы стоит больше 100 тысяч рублей. Его содержание в год обходится примерно в такую же сумму. Ядринский конезавод продает жеребят на аукционе в Москве. Покупают их российские и зарубежные ипподромы. Но сам по себе хороший по происхождению и по всему. Они все хорошие. Это любимчик просто.
В Ядрине живут чуть больше 8 тысяч человек. Это самый маленький город Чувашии. В этом году ядринцы отметят его юбилей – 430 лет. Отпраздновать круглую дату и благоустроить исторический центр города будет на что. За победу на всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды Ядрин в прошлом году получил 40 миллионов рублей. 2 своих годовых бюджета. Марина Рябцева, Михаил Солин, Ядрин ОТР. И, как считают сами жители Чувашии, название города Ядрин связано с тем, что во времена войны Ивана Грозного с Казанским ханством в тех краях изготавливали ядра. Однако эта версия не подтверждается историческими данными. Город возник после взятия Казани, и среди его жителей тогда не было ни кузнецов, ни других мастеровых. Как считают историки, название связано с именем основателя поселения Едерне, владельца земли, на которой и возник город. И тем не менее, артиллерийская версия происхождения названия